В одном из ваших предыдущих интервью прозвучала такая фраза: «Дайте только немного передохнуть, посидеть на вершине, болтая ножками и смеясь над спесью дутых слов». Удалось ли осуществить вот это задуманное? Дутых слов. Да. И если да, то к чему эти высотные раздумья привели? Ну что ж, в одной из песен, которые я пою обычно в концертах не стадионных, есть слова, которые объясняют всю ситуацию. Приходит день, когда твои мечты становятся иллюзией всего лишь. Когда, достигнув высоты, ты вдруг поймешь, что ничего не стоишь. Болтая ножками на какой-то вершине, анализируя практически, ну, достаточно большой, не будем говорить огромный, кусок времени, ты как бы подытоживаешь что-то. И именно со стороны, смотря на себя, ты понимаешь, что все это ничтожно, что есть возможность опять все начинать с нуля. Ну, на это, пожалуй, способны люди, которые, может быть, это звучит нескромно, которые как раз и могут себя называть художниками в своем деле. Сытый и удовлетворенный человек всем, что он сделал, это никчемный человек. Да, он ремесленник, да, он получает свой кусок славы, кусок почета, но это еще ни о чем не говорит. Это его слава, это его почет. Я уже не принадлежу только сама себе. Вот о чем я подумала на той вершине. И поэтому, опустившись с нее, это значит подняться до того уровня, которого тебе обделило таким, так сказать, ну, который народ, который тебя окружает, сказал: ты достойна вот этого уровня. И каждый раз, поднимаясь на определенную вершину, ты понимаешь, что ты достигаешь одного, но потом еще какая-то цель, потом еще какая-то цель. Добиться славы, популярности очень нелегко. Удержать ее практически невозможно. И то, что удалось мне, это, конечно, великое счастье. Если так разобраться, мы вчера что считали. 74-го года у меня был первый хит «Посидим поокаем». Сейчас у нас уже 98-й. Значит, как у нас получается? Да, ну, 21 год, да. Позвольте еще одну цитату из вашего интервью. Вы как-то сказали: у меня песни в концерте звучат достойнее, чем просто в студии. Как можно вот объяснить это высказывание? Ну, студийное пение – это отстраненность от публики. Это та самая четвертая стена, которая просто иллюстрирует песню. На сцене я ее играю. Именно поэтому мое исполнение считается трехминутным спектаклем. На стадионе программа – это праздник, праздник общения, праздник радости каких-то определенных песен, которые помогают этому общению. Сцена для меня – это трехминутный спектакль в каждой песне. Это совершенно другая программа, которая носит название «Избранная». Как говорят в Одессе, две большие разницы. Нередко артисты, которые буквально пару раз показали по центральному каналу телевидения, становятся уже как бы закрытыми, недоступными. Вот как вы считаете, вот этот вот орел звездности, закрытости, это нормальное явление или все же нужно быть проще? Ну, проще надо быть всегда. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает, возвышает ввысь, да. Но не настолько все просто в этой простоте. Абсолютная доступность зрителя к артисту практически принижает его имидж. Что такое звезда? Она светит всем. Она очень простой формы, да, она может быть восьмиконечная, там, шестиконечная, трехконечная, да как угодно. Она светит для вас. Вам кажется, что она близко. Она проста в понимании нашем, но, в принципе, достать вы ее не можете. Или вы можете только стать такой же звездой и дотянуться до нее. В этом есть определенный смысл и цель какая-то, и мечта, вот так скажем, каждого. Овладеть этой звездой. Не в физическом смысле, естественно, а вот именно в понимании этой звезды и увидеть ее глазами, ушами, услышать. Нет, это закон, который был, есть и будет. Доступная недоступность звезды. Во время концерта ощущаете ли вы какую-то власть над людьми, которые пришли на ваше выступление? Ну, если не власть, то хотя бы какое-то физическое воздействие на слушателей. Да, конечно. Когда это не получается в какой-то мере, ну, скажем, на
40-50%. Я чувствую себя очень недовлетворенной. Хотя зрители тоже получают удовольствие, но то, о чем вы говорите, это великое чувство, когда ты ощущаешь власть, такую взаимную власть. То есть когда какая диффузия чувств происходит. Потому что власть просто над толпой – это одно. А власть как бы взаимной любви, власть, сначала ты вроде как забираешь их, ведешь за собой, и ты видишь, как они довольны в этом походе за тобой. Вот это потрясающее чувство. Конечно, можно их повести, и они закончился этот поход двухчасовой по песням, по концерту, и они ушли и забыли про тебя. Мне не нужен такой поход. Вот, исходя из этого, следующий вопрос. Если все-таки контакт с аудиторией не очень складывается, есть ли у вас какие-то специальные приемы, может быть, номера, которые вот не дают никогда сбоев? Есть, конечно, но это уже нарабатывается годами. Вот это механика, которая даже преподавать, наверное, сложно. Эти секреты тоже, то, что для меня абсолютно естественно, для других, может быть, это действительно какой-то секрет. Я способна их передать, я думаю, что всему в свое время. А про вас как-то писали, что Алла Борисовна знает цену своей артистической известности. Это справедливое утверждение? Как? Алла Борисовна знает цену своей артистической свободе. Это соответствует действительности? Я знаю цену своей артистической свободе. Я просто знаю цену внутренней свободе любого человека. Она очень высока. И в свое время, когда я появилась на сцене, я была символом этой внутренней свободы, раскрепощенности, но не пошлости и хамства, или там какого-то разврата, эпатажа публики. Да, конечно, все, что я делала, воспринималось как некую вольность, а не свободу. Вульгарность, а не свободу. Но вот прошло время, и есть с чем сравнить. Та моя свобода и нынешняя свобода. Мне нравится все, что творится сегодня, но некий цинизм, который всегда присутствовал в людях, скрыто и не скрыто, я знала его, давно живу, но такого цинизма, вот такого желания посмаковать какие-то вещи, такого я, конечно, еще не встречала. Мне это не нравится, и я жду, когда это пройдет, когда все уже насмакуются этим, накушаются и перейдут к чему-то более стабильному и более вдохновенному и освещенному, так скажем. Когда здесь, ну, скажем так, я думаю, что это все-таки с подачи журналистов, извините, коллега, жест на афише был воспринят как жест, а не как позу, то меня это поразило. Да, действительно, эта фотография не должна была быть на афише, она была совершенно для другого. В руке моей должен был быть цветок или меч, или там микрофон. Понятное дело, знаете, как это делают художники-фотографы. Но сам факт, что я всегда, сколько лет, я пою вот так. И никто на это никак... Я вообще поражена просто. Я поражена, что если бы я вот так с вами сейчас разговаривала, все годы я так разговариваю с людьми, никто ничего не говорил. Насколько велика степень вот этого выросшего цинизма и пошлятины, что можно было увидеть в обыкновенной позе что-либо такое нехорошее. Вот это меня поражает просто. Я, конечно, понимаю, что это не основная какая-то часть людей, и можно уйти от этого, и поменять афиши, и все. Но это открытие для меня очень полезно. Что вот в трудные минуты жизни, когда больно сердце, когда кошки скребут на душе, все же помогает выходить на сцену и радовать собравшихся, заряжать людей позитивной энергией? Ой. Да вот та самая любовь к людям, потому что, а что, я чувствую нужность свою. Как только я перестану чувствовать это, да ничего меня уже не заставит выйти на сцену. Я займусь чем-то другим, где я нужна. Это мой промежуток времени, который называется жизнь, и практически я ее сполна отдаю окружающему миру и людям, которые меня окружают в этом мире.
Это моя цель, это мое средство, это мои средства любые. И это мое счастье. Так что спасибо вам всем, кто приходил, приходит. И, надеюсь, будет приходить, пока у нас есть взаимное желание властвовать друг над другом. Ведь вы та же самая власть, а я просто практически слуга в жизни. А на сцене меняемся ролями. Как, на ваш взгляд, когда было труднее пробиться в большую эстраду? Тогда, когда начинали вы или сейчас? И как вы вообще относитесь Всегда. к тому, что вот много решают финансовые возможности, спонсоры, не девальвируется ли талант при этом? Талант ничто и никогда не будет, не сможет никто девальвировать. Талант, он всегда заметен. Другое дело, он бывает бессилен перед вопиющей бездарностью, которая как раз более активно в поисках финансов, в поисках людей, которые могут помочь и продвинуть все. Они умеют найти себе равных. Потому что пока и финансовые, и в политической, и в экономической будут присутствовать люди, которые еще просто активно действуют, но еще не значит, что они активно работают душой и сердцем. Но также будет и на эстраде, в шоу-бизнесе, потому что шоу-бизнес, как правило, это отражает сегодняшний день, вот сиюминутность ситуации, как зеркало отражает то, что творится вокруг нас. Вам не нравится что-то такое, что человек нашел деньги и спел? Но это то же самое в зеркальном отражении, как нашел деньги и пошел во власть. Знаете, это все, мы поем жизнь. И появляются те люди, которые олицетворяют эту жизнь. А что же делать? Ведь все равно в этой жизни был нарыв, который пришло время, когда его вскрыли, этот нарыв. И пока гной не выльется, то рана не зарубцуется. Я считаю, что таланту надо помогать, но еще более того, надо его замечать. Да, действительно, финансовая сторона сейчас очень важна. Но вот как раз и обращайтесь чаще к людям, которые могут помочь талантливым людям. Но у каждого свой вкус, и на каждого не угодишь. То, что вы считаете талантливым, я могу считать неинтересным. У каждого свой вкус. Вопрос, касающийся вот взаимоотношений российской и зарубежной эстрадных культур. Когда вы ходите на концерты каких-то приезжих звезд или сами выступаете за границей, это дает что-то для души или в профессиональном плане? Они вообще что-то могут, вот те, которые за бугром, нам что-то дать? Ведь различия, в общем, достаточно велики. И мне вот лично нравятся русскоязычные песни, наши фильмы. И, может, это самоограничение, но меня мало волнуют проблемы, которые поднимаются на Западе. Вот ваш взгляд на эту проблему. Ну, пока это западная музыка и западные темы были запрещены, то они были очень запретный плод сладок. И я очень рада, что на наш рынок попало очень много англоязычной музыки. Я даже рада, что не самых лучших образцов иногда. Масса была такая. Потому что это дало сравнение очень, так сказать, в пользу нашей русскоязычной музыки. И не только русскоязычной, а в пользу национальных корней. Татарской национальной музыки, казахской национальной музыки. Ведь Битлз те же самые, известные на весь мир. И чем они были замечательны, что они все равно их хиты все были построены на основе национальной музыки. Колорит английской народной, шотландской народной музыки. Когда корни отсутствуют, то ничего практически тебя не задерживает. Ни глаз, ни ухо, ни восприятие на то, что ты не полюбишь эту музыку. Тот сол, негритянский сол, который никогда к нам не привьется, но тот, кто умеет этим пользоваться, почему нет? То есть уж так национализировать свою музыку, я думаю, что ни к чему. Ее можно любить, но если она станет коммерческим делом, то такие певицы молодые, как Юлия Началова, такие начинающие, как Линда, предположим, чем они уже знающие язык хорошо, это, извините, наш продукт на Запад. Почему только они могут нам поставлять все? Мы можем поставлять им. Они очень ленивы. Они ничего не хотят на Западе воспринимать не на своем языке. Мы еще активны. Пусть мы останемся такими.
Мы готовы учить английский язык, французский, для того, чтобы понять, о чем они поют. Правильно? Они не хотят слушать русский язык. Тем не менее, они никуда не денутся. Потому что он велик и могуч. И потом, особенно национальная музыка, я люблю очень восточную музыку. Я могу не понимать азербайджанского, но я буду сидеть и просто получать огромное удовольствие от того, что я слышу эти витиеватые мотивы. Приезжаю там куда-нибудь другое, я обожаю мугамы. То есть это вот не значит, что я должна понимать язык. Так что не будем что-то такое сталкивать. Нравится – любите это. Нравится то – любите то. Другое дело, что не нужно отрицать при этом что-то. По-моему, это естественно. То есть музыка по своей сути интернациональная? Конечно, конечно. Почему, если я люблю вот только это, я должна отрицать то? Боже упаси. Существуют певцы одного амплуа, одного направления. Вот вы же неоднократно меняли свою дорогу, свои песни, свой стиль. С вами работали разные, такие не похожие друг на друга композиторы. Что позволяло вот всегда вам оставаться в фаворе и выбирать, в каком направлении сделать следующий шаг? Это что, интуиция, внутреннее ощущение? Или расчет? Или талант? Он в любых ипостасях талант. О, боже мой. Ну, мой стиль – это разностильность. То есть мой план – это разноплановость. Все равно в этой как бы видимой разноплановости я остаюсь со своим хотя бы обликом, имиджем. Если есть пародист на меня, то значит есть что пародировать, и значит есть свой стиль. Я не знаю, скорее всего интуиция плюс опыт и воспитание, которое как-то развивает меня, вот все, что мне может помочь. В таком нелегком деле, как, может быть, кажущийся легким на вид, но... Ну и в заключение два вопроса, касающиеся вот вашего приезда в Казань. Расскажите, пожалуйста, о вот вашей гуманитарной миссии. В немалой степени это касается проблем здравоохранения, вот о 4 принципах фонда ЮНИСЕФ. Мне это особенно интересно узнать, потому что я по своему образованию не журналист, а медик. Поэтому мне, так сказать, эта проблема может быть Но это не 4 принципа ЮНИСЕФ, это 4 пункта, как бы инструкция для акушерок, особенно вот в родильных домах. Весь ужас в том, что когда я произношу фразу «дебилизация поколения», она звучит страшно, но, к сожалению, закономерно. От того, что человек не получает йод, извините, он уже рожает такой какой-то странного ребенка, поколения, которого не хватает, защиты от инфекций всяких. То есть мы должны спасать поколение. Мы – это люди все, а не только ЮНИСЕФ или лично я. Раньше я это делала как бы сама, тихо. Теперь без популяризации вот этих тем, этих правил мы обойтись не можем. Я сейчас не могу просто вот, чтобы мне сейчас нужно сказать это все. Хорошо. А для кого? Для акушерок. Уважаемые акушерки, медсестры, сестры милосердия, все те, которые считают своим святым долгом подойти к роженице и принять ребенка, вы обязаны знать 4 правила. И тем самым своими руками золотыми и золотым отношением, доброжелательным отношением к появляющемуся на свет вот этому маленькому существу, вы можете вложить в него все что-то новое, сильное. Вы уже первый защитник, вы первый ангел-хранитель для этого существа. Первое – это то, что плод должен быть, когда он вышел, выше роженицы, ниже роженицы. Вы всегда, как правило, выше держите за ножки и по заднице ему, чтобы он закричал. Это уже неправильно. Человек не должен появляться с плачем на свет. Он не должен появляться и сразу получать удар. Первое, что он получает в жизни, это шлепок, унижение. Если вы это поймете, то это первое и самое главное. Появился человечек на свет,
Чуть-чуть ниже держите роженицы, чтобы пуповину только через минуту можно перерезать, пока пульсация идет от матери к ребенку. Железо, защита, биоэнергетика. Все это, пока пульсация не закончится, проходит в ребенка. Тогда вы перерезаете пуповину, и тогда вы обязательно, это уже второе правило, должны отдать ребенка матери. Не шлепая его, а просто отдать матери. Потому что молозиво, которое получает ребенок сразу от груди матери, это вторая главная защита от инфекций и защита от всех ситуаций мира. Мать ему дает силу. А раньше ребенка сразу относили куда-то, увозили, кормили, он получал желтушку, там всякие эти инфекции. Ну, третье, это я уже рассказывала вашим коллегам как медикам. Вот. Но вот эти первые два правила, они обязательно должны быть. Хотя, я не знаю, может быть, действительно надо говорить об этом. Лучше сказать, мы бы это, у нас 4 региона смотрят, мы могли бы вот именно донести, обычно журналисты... Ну, вот действительно, да. Обращать внимание, а мы бы... И в газете это не передают. А с ваших слов больше различить. Да, ну понятно. Сначала вот это все. Как сначала? Ну, Два правила есть. Ну, вот третье, четвертое, если можно продолжать. Вообще их 10. И все это написано на бумажке, и я обязательно пришлю это по факсу. И, может быть, приеду сама, что в Казань. Надо ехать в глубинку, там, где совсем плохо дело. И я приеду с профессором Джани Мурзи, который возглавляет этот филиал фонда в России. Замечательный человек и профессор замечательный. Вот третье. В обыкновенных родильных домах, где условия, может быть, не настолько хороши, как в Лондоне или в частных клиниках. Третье правило – то, что ребенок должен сутки находиться рядом с матерью. То есть в кроватках маленьких, приспособленных. Как только он родился, сразу рядом с мамой, хотя бы ночь поспать. Практически в наших родильных домах это невозможно, потому что много-много этих роженец в палате, друг другу они инфекцию передают. Оказывается, самое простое – это перегородки сделать, как в ваннах. Как в ваннах вот эти вот занавески. И вы уже получаете не просто видимость в палату, а уже как менее есть возможность заразить своего ребеночка какой-нибудь там инфекцией. Вот третье правило. Четвертое правило, оно очень такое техническое. Оно должно быть написано, вот это установки йодированной соли, там определенные. Но главное, самое правило, их всего 10, это инструкция. Вот те 3, которые я вам сказала, а четвертое, это первое самое, это доброжелательное отношение к ребенку. И я просто призываю тех, кто уже работает акушерками, те, кто, может быть, захотят после моих слов стать такими людьми, то есть ангелами-хранителями, первыми защитниками детей, появляющихся на свет. Вы будете те первые люди, которые будут способствовать прекращению кретинизации и дебилизации поколения. Этим пользуются, этим очень пользуются люди, которые знают об этом, но нам не говорят. Может быть, это вообще самое страшное оружие против всех наций, кроме одной какой-нибудь. Поверьте мне, что это очень важно. Спасибо вам за внимание. Я вас умоляю, потому что я должна идти уже. А что еще? Последний вопрос. Ой, боже, неужели ко мне еще вопросы есть? Последний. Два слова о нынешнем туре. Это вот нынешний тур – это прощание с чем-то старым или скорее начало чего-то нового? Не прощание и не начало, а продолжение. И слава богу, что полет продолжается. Спасибо всем за это.